Будем ужинать. Сейчас вот сегодня поснимал, где по следам бурана, вот снегохода я ходил. Какой-то вот след был по тайге, крутой берег. Шел и думал, кто это мог быть из нившерских. Я знаю, что это наши мужики, но кто мог быть? Подозрение было на одного человека. Но это подозрение отпало, потому что я понял, кто это был. Это был знакомый наш, мой. Зовут его Дима. И они напрямик с другой реки, короче, пришли на эту реку и на рыбалку. Они поднялись выше, короче, поднялись по реке, и там изба. ВКонтакте он мне написал, что спрашивал, где моя избушка, там туда-сюда. И он сказал, где они отдыхали, где рыбачили. Я понял, почему он мне написал. Я, говорит, затопил печку, чтобы подсушиться, вещи подсушить. Они, короче, видно, что на речку спустились, и там наледь была, вода на льду. И они избрызгались, наверное, водой. И поэтому они сырые, рыбаки были. А тот след, который на Буране, вот я сегодня ехал, и тоже вот на вырубке, который Буран, там след тоже был. Ну, может мотособака, может Буран, но не снегоход вроде как. И с корытом там сани тащили там много, на заводские сани, пластиковые. Ребро много там было. И они, короче, шастали по просекам. По просекам, по дорогам. На мою сторону не заходили. Я думал, тоже, может, могут заехать там. Ну, не знаю, кто это. Хрен его знает. Не заехали, не заехали. Я так особо гостей и так не жду. Почему не жду? Я, ребят, хочу быть наедине с природой один. Без бушка один. От суеты, от всего шума, от всего гамма. От людей. Я не в городе живу, но все равно я как бы в селе живу и... Ну вот хочется одиночества, просто вот отдохнуть в избушке, чтобы никого не было. А ты, когда вот вдвоем, троем уже, это не отдых. Есть люди, которые собираются в компании. Ну, я так их не понимаю, я совсем другой. Также над дверью там написано, я не помню, что там писал. Не люблю чужаков. Это я написал, да, очень давно, сгоряча. Просто я приехал на избу, и мой амбар был открыт, ребят. Взлом был. Тогда вот я и написал напомниться, не люблю чужаков. Короче, по речке прошелся как-то, вот как тоже вирус. Прошелся, и
все избы там пооткрывали. Ну, на каждой избе есть амбар. Там хранят вещи, продукты. Бывает и бензопилу оставляют. Ну, нужные вещи для таежника. И вот в тот год, короче, такой мор прошел вообще. Какие-то залетные заехали и давай все амбары пооткрывали. Думаю, ищут там оружие. Нелегальное оружие. И вот, не удивляйтесь, на надпись, если в кадре будет там «Не люблю чужаков». Я никогда никого не выгоню из избы. Если я застану, вот кто-то, вот охотник вот тут охотится, скажем, приехал рыбу ловить, или же уток стреляет, или же боровую птицу. На боровую птицу и он ночует. Ясен, пусть ночует. Я милости прошу. Бывало там приезжали, а тут 3 человека. Ночевали 3. Одни уезжали. Смотрю, еще приезжают на ночлег. Не буду же я выгонять. Это не в правилах охоты. Вот. Ну вот вы ждали беседу за ужином. Вот немножко поговорил. И говорю, блин, от стекла прохлада идет. Вот. А скажем, насчет правил и еще как и это, ну, как сказать, правила охоты, именно вот не правила, не закона, а вот законы охотников. Вот. Лучше промолчать, я думаю. Я как понял. Потому что сейчас небольшую статью там написали в БНК про меня. И в комментариях я понял, что лучше держать рот за замком. И тем более что-то вот показывать насчет ловушек, там спрашивали там. Хочешь, Олег, сделать нормальный контент, показывай ловушки там, как охотники коми, охотники ловушками охотятся. Не дождетесь. Потому что там, как в БНК, в комментариях некоторые своими корочками машут. Закон есть закон. Надо по закону жить. И подумайте сами, что потом вам показывать. Хочешь что показать? Нарушаешь закон. Хочешь это показать? Опять нарушаешь закон. Так что смотрите обычный бытовую жизнь. Избушка там. Немножко охоту. Рыбалка, как получается. Раньше все как-то попроще было, а сейчас все законами там. Раньше нелегалками ходили без проблем, а сейчас я не раз уже об этом говорил, как были уже разговоры насчет этого. Не хочу вот повторяться, но бывает там повторяюсь.
Насчет сегодняшней рыбалки, вот. Ехал на буране, поставил буран. Что возможно ехать было. Дальше пешком вот шел. Много рыбачили там, но один человек рыбачил, видно. Издалека он приходил, между прочим. Следующая изба, где вот там рыбаки рыбачат в основном, это не так близко от меня. Но он приходил, приблизился в мою сторону. И видно, тоже не так много. И в двух местах я видел, что вот что-то кого-то поймало. А в основном все проверял, шел, но тщательно проверял каждые 3-2 метра. Ну и у меня тоже сегодня поклевки там. Это не поклевки, это ерунда. Раньше рыбачил, конечно, много ловил. А сейчас не получается. Не получается мне показать что-то вот из рыбалки, ну, никак. Что на речке вот от села недалеко ездил там. Ельцы не ловятся. По открытой воде только, если рыбалка получится. Вот. Суп остывает. Надо поужинать и отдыхать. У меня карта памяти. Я сегодня много болтал, много снимал. Больше 4 часов. Почти 5 часов снимал. И вот прикиньте, сколько времени уходит на съемки. Сколько времени ты теряешь. Вот. А раньше как? Я пришел своими делами, занимался, не отвлекался на видеосъемку. А сейчас очень много у меня времени уходит на видеосъемки. С одной стороны, это как бы моя работа сейчас. Также. Потому что от Ютуба я немножко получаю деньги. И надо, если раз начал заниматься этим, надо дальше заниматься. Вот такие делишки. Ой, время 8:30. В избушку я пришел где-то 5 часов вечера было. В прошлый раз я 7 часов вечера, да и темно было, а сейчас более-менее светло уже. Дни сейчас стали длиннее. Все, короче, больше сегодня я снимать не буду. Я сейчас ужинать и отдыхать. Завтра, наверное, доделаю вот потолок. И у меня видео, карта памяти там мало уже осталось. Жалко, что не получилось заснять, как сказать, Тулан вот как бы и спокойно себя вел, не бежал, много ходил и спокойно ходил сейчас. А когда он бежит, это некачественная съемка. Но вот Сони, конечно, мне жалко на собаку вешать, потому что он дорогой, почти 20 тысяч стоит. И если потеряется где-то, можно что-то придумать с пауэрбанка. Почему он не записал файлы? Там все равно два аккумулятора я менял. Ни одного файла нету. Интересно. Почему-то автоматом сразу выключалось или что там. Короче, съемка не получилась с собакой. Все, до завтра. Я отдыхать. Утро, ребят. А я еще под одеялом. Никак проснуться не могу. Хочется спать и спать. Но надо вставать. У нас сегодня еще день. Целый день будем бродить, рыбачить. Дровишки надо заготовить
и обратно поедем домой. Хотел 2 ночи, думал, 2 ночи я здесь буду. Но что-то настроения у меня нету. Рыба не клюет. И я решил так, что думаю, сегодня поедем обратно. А там посмотрим. Посмотрим, какая рыбалка будет. Все, просыпаюсь, ребята. Просыпаюсь и завтракаем. Сегодня солнца я не вижу. Сегодня пасмурная погода, видимо. Надо посмотреть, выйти на улицу. Чайник журчит. Беспорядок. Что были дрова, я все сжег. Тепло. Время не знаю, сколько сейчас. На улице 2 градуса. Вечером было 7 градусов. Жучки-паучки какие-то уже просыпаются. Это же 6 часов 29 минут. 25 марта сегодня, ребята. Вот такие дела. Пасмурно. О, погода-то меняется в теплую сторону. Весна. Ну вот. Ой, блядь, спина пиздец, нахуй. Ой-ой-ой. Немножко простыл, наверное, блин. Когда ночуешь, это матрас, все холодное, уже бушлат свой подложил под тебя. На бушлате спал. Все холодное и долго греется. Одним словом, телом греешь. Тишина, радио. Сейчас попью чаек. Попью чаек. Просыпаемся потихоньку. И, наверное, первоначально я посмотрю где-нибудь поблизости, спилить дрова, привезти возле избы, там оставить. А весной уже все уберу. Самое главное подтянуть на буране. Потому что сейчас 3 градуса, уже 2. Сегодня точно плюсовая здесь будет. И после обеда, лучше я после обеда буду рыбачить, а до обеда возле избы что-то я сделаю. Такие планы. С утра на рыбалку не пойду. Лучше до вечера буду рыбачить. И уже вечером, хотя бы до 6, если рыбачить, после 6 можно уже уехать.
Ух, воздух свежий. Туланчик. Туланчик. Тулан. Выспался, Тулан. Он вчера не доел, а я остатки занес в избу сегодня. Супом тоже разбавлю и будет кушать. Камеру еще прикреплю сегодня, попытаюсь. Может, что-нибудь поснимает. Да. Лес гудит. Облачно сегодня. Так что дожди надвигаются, я смотрю. Погода меняется. Сейчас с утра будем дровышки заготавливать. Это я выгружу. Только вот не знаю, куда выгрузить. Просто раскидаю, наверное, вот здесь оставлю. А весной приедем на моторной лодке. Там все уберем куда надо. Некоторые доски здесь надо настил сделать. Так, ну-ка, Тулан, иди. Так, или туда выгрузить. Туда тоже не вариант. В принципе, если, скажем, конечно, сырыми станут, но это ничего страшного. Так, ладно, по ходу дела все сделаем. Лес гудит сегодня. И вот какой-то вот уже снег такой мелкий-мелкий. 100 пудов сегодня дождь будет. Ладно. Вот смотрите на задние лапы. На задние лапы вон. Шерсть как уходит от наст. У него этот шерсть потом вот. Видите? Он когда проваливается. Наст он грубый снег и, блин. Наст, короче, у него шерсть отрывает. Так, мешкать не буду, давайте заниматься уже делами. Такс. Сапоги хорошие, но вот эта фигня, короче, вот спереди надо. Когда ты садишься, прям он этот больно ногам. Когда телом прижимаешь. Так. Дровишка дофига заготовил там. Так, потерял я. Вроде левую ногу я неправильно портянкой надеваю. Или правую. Как мне писали. По-другому не умею. Вот ты один раз делаешь, у тебя получится. И всю жизнь будешь делать так. И менять зачем? Нормально, вот сколько уже хожу так. Вот такие делишки.
Так, что бы одеть сегодня? Или с утра, если жарко будет, переоденусь. Это одену. Пойду поработаю. Аппетит будем. Проснулся аппетит. Поработаем. Печка, короче, рабочая. Тяга пошла вот такой диаметр. Получается сейчас. Первоначально поменьше было, из-за этого тяга такая была. Вон, обоссышь опять. Уйди. Лишь бы тебя отметить где-нибудь. Так. Куда-нибудь сюда выгрузил нормально.
Блин, соляркой воняет. Ужас как. Одним словом, эта бутылка может сам по себе лопнул. Две маленькие с иголочки, дырки там появилась. А солярка у меня с собой. Потому что бывает, если костер надо разжечь, бересты нету. Бывают такие участки, что если ты в сосняк попадешь, бересты вообще нету. Сухостои есть, скажем. Смолистые сухостои есть. Если смолистые, можно разжечь костер с смолой. Но и бывает такое, что ты вообще... Ну вот нету материала, чем можно разжечь костер. И солярка помогает. На дровышке там залил там моментально. Можно, как сказать, костер разжечь. Опа.